Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумага дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы с вами обсудить ситуацию в Иране. Вот уже несколько дней подряд идут массовые протесты. Таких протестов давно не было в самом Иране. Самый пик, насколько я вижу из той обрывчатой информации, которая сейчас доносится с Ирана, то самый пик был где-то дня два назад, когда действительно захватывались целые города, захватывались здания администрации, захватывались полицейские участки, оттуда забиралось оружие, убивали полицию, убивали ксировцев. Это такая, можно сказать, гвардия, личная гвардия Аятоллы, корпус стражи исламской революции называемой. Власть тоже практически с самого начала протестов начала применять оружие против протестующих. На сегодняшний момент, по разным данным, количество погибших от 500 и до 2000 человек. Власти Ирана сразу же практически отключили интернет на всей территории страны. Интернет попытались включить через Starlink, но власти Ирана, насколько нам известно, они научились глушить даже этот интернет. Что сейчас там происходит? Очень скудная информация оттуда доносится, но, как мы понимаем все, то, что протесты начали утихать. Начали утихать. Почему? Потому что власти Ирана очень жестко применяют силу. В открытую убивают людей, расстреливают. И вот эта жестокость, она, конечно, возымела свое действие, и протесты начали стихать. Почему в этот раз не получается свергнуть этот режим? Потому что, на мой взгляд, нету единого координационного центра, нету единого штаба протестующих, который бы руководил бы вот этой силой. Вот если взять Сирию, в Сирии конкретно была территория определенная, которую удерживала оппозиция, Баш-Ашара, да, лидером был. Был конкретный лидер, который находился на территории Сирии. И в какой-то момент, когда вот режим уже окончательно ослаб, они в итоге перешли в наступление и захватили всю власть в Сирии. В Иране такого нету. Есть какие-то определенные очаги на разных территориях Ирана, там особенно где курды, они более воинственные. Да, там есть какие-то такие партизанские соединения, партизанские отряды, но этого мало. Нету, еще раз говорю, координационного какого-то штаба, совета, оппозиции, нету лидера. Лидер есть, вот иранский шах, который сейчас находится в изгнании, но он находится действительно за пределами страны. Если бы он находился бы внутри Ирана, и у него была бы какая-то территория определенная, которая была бы захвачена протестующими, были бы какие-то силы, возможно, уже был бы какой-то костяк, вооруженный костяк каких-то сил, и, соответственно, к нему начали бы примыкать все больше и больше протестующих, возможно, тогда что-то и получилось бы. Но этого нету, этого не происходит, и власть очень жестко сейчас подавляет протесты, и мы это видим, и скорее всего, действительно, в этот раз тоже революция в Иране не удалась. Еще пока не все потеряно, держим, как говорится, кулачки за иранцев, за народ Ирана, чтобы они свергли, наконец, вот этот режим аятолл. Трамп, который обещал вмешаться в случае, если будут погибать протестующие, сегодня сделал заявление, что он готов вмешаться, но как бы не было поздно. Я надеюсь, что, конечно же, еще есть возможность изменить ситуацию. И если действительно Трамп нанесет какие-то определенные удары по вооруженным силам Ирана, и это как-то подстегнет новую волну протестов, и в этот раз получится действительно свергнуть, это будет хорошо. Почему это для нас хорошо? Потому что Иран — это союзник России, союзник путинского режима, который поставляет и много различных шахедов иранских, и вот этих вот беспилотников, так называемые шахеды, поставляет различные другие компоненты, другое оружие для России. Такие режимы они друг друга поддерживают. Сейчас Россия, конечно же, очень не хочет, чтобы пал очередной ее союзник, потому что до этого пала Сирия, буквально в начале года пала Венесуэла, когда был похищен президент Венесуэлы, американцами. И сейчас, если пойдет Иран, конечно, это будет сильнейший удар. То есть она еще потеряла свое влияние и на Кавказе, на Южном Кавказе, и Армения, Азербайджан сейчас. Не сказать, что они союзники России. Конечно же, здесь
в этой ситуации Россия будет поддерживать Иран максимально. Мы уже знаем о том, что туда начали прилетать российские самолеты, которые начали привозить туда вооружение и так далее в поддержку режима Ирана. Поэтому чем меньше союзников у России, тем лучше. Пойдет иранский режим, еще лучше. К тому же это вдохновит оппозицию в России, вообще народ, который не любит Путина, который хочет, чтобы быстрее его режим закончился. Конечно же, это вдохновит. Это вдохновит всех. Они смогут увидеть, что с помощью революции, с помощью массового выхода людей возможно сменить режим, свергнуть режим. Но если сейчас иранский режим сможет подавить протестующих через оружие, тоже Россия сделает для себя вывод, извлечет уроки и будет подавлять точно так же в случае каких-то начавшихся протестов, массовых протестов в России. Она будет подавлять точно так же жестоко с помощью оружия. Уже сейчас у нее есть различные, ну, не считая Росгвардии, не считая вот этого ОМОНа, и полиция, и плюс еще вот эти вот различные неонацистские группировки по типу русской общины, они все будут применять огнестрельное оружие против протестующих. Это еще раз доказывает, что если протестующие не готовы оказывать жестокий отпор власти, не готовы захватывать здания, не готовы убивать силы, которые убивают их самих, в этом случае протест обречен. Яркий пример тому же Белоруссия. Когда в 2020 году так называемая либеральная оппозиция не стала обострять, был момент, когда когда власть была растеряна, когда она могла действительно взять власть в свои руки, нужно было только войти в здание, захватить их. Она этого не стала делать. Режим быстро пришел в себя, начал применять жестокую силу против протестующих. Протестующие, лидеры оппозиции, лидеры протестов в Беларуси сами начали сливать протесты, начали переносить протесты там на выходные и так далее, и так далее. Все. Это показатель того, что протест слит. Конечно же, власть перехватила инициативу, всех разогнала жестоко, посадила, убила, изгнала из страны. Все, и теперь вот уже 5 лет, как режим продолжает спокойно существовать и уверенно себя там чувствует. То же самое происходит и в Иране. Но в Иране достаточно, конечно, уже достаточно жестче действуют протестующие, как я говорил, и убивают уже и полицейских, и захватывают здания и так далее. Но им не хватает координационной силы, им не хватает оружия, им не хватает поддержки извне. Мы тоже делаем выводы, извлекаем уроки из всей этой ситуации, внимательно наблюдаем и, конечно же, желаем народу Ирана победы. Победы, потому что их победа – это наша победа. На этом все. Будем следить за событиями. Я думаю, что если изменится в лучшую сторону для нас события в Иране, я, конечно же, вместе с вами еще раз прокомментирую эту ситуацию. На этом все. Хау болғын. Hürmetli millеттештер, осы шаға теклім.